спорта, в частности хоккея. Специально для вас телеканал Якутия-24 начинает прямую трансляцию матчей первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 17, 16 и 14 лет. Сезон 22-23 стартует, продолжается в Якутске. Ледовый дворец Лейботур приветствует всех участников и гостей данных соревнований. Сейчас у нас на льду в столице республики Саха-Якутия встречаются команды «Полярные волки». Это хозяева соревнований, представляющие город Якутск и республику. Смотрим опасный момент. И гости «Амур» из Хабаровска. Добрый день, уважаемые друзья, любители хоккея. И, Власий, наверное, перейдем к составам команд. Да, вначале сразу перейдем к составам команд. И, как и бывает, начнем с гостей. Итак, «Амур», город Хабаровск. Они играют в белых джерси, в черных шортах. Итак, вратари: Константин Кормилицын, 55-й, 67-й Давид Потарев. Полевые: Данил Соловьев, 9-й, 10-й Алексей Мамин, 16-й Фаддей Боков, 21-й Никита Фоминов, 27-й Степан Ковнер, 37-й Данил Алексеев, 39-й Михаил Есин, 41-й Андрей Лямин, 45-й Андрей Бодин, 50-й Данил Вознев, 60-й Данила Писарь, 71-й Владислав Смагин, 73-й Семен Норин, 77-й номер Вячеслав Кильдюшкин, 80-й Александр Карпов, 84-й Илья Богданов, 89-й Вячеслав Янчилин. Под номером 90 выйдет на лед Никита Сидоренко, 91-й Артем Цыбенко и 92-й номер Ростислав Грициенко. Команда выступает под руководством тренеров Евгения Растворцева и Константина Арендова. Так, и состав команды «Полярные волки», город Якутск. Первый номер Игорь Дорогов, третий номер Виктор Волков, это вратари. Седьмой номер Ренат Фазюльянов, восьмой Михаил Букаткин, 10-й Алексей Ван, 13-й Всеволод Изатулин, 17-й Константин Разин, 22-й номер Марк Лауэр, 28-й номер Егор Загудаев, 29-й Владимир Глухов, 55-й Денис Кокуев, Олег Соколов, номер 88-й, Александр Григорий, 91-й и 97-й номер Александр Баранов. Ну и столичная, команда Республики Саха-Якутия играет под руководством Никиты Дружинина и Андрея Малышкина. Что касается судей, а судьи кто? Сейчас после этого эпизода мы познакомим и ознакомим вас с составом судей, которые обслуживают данную встречу. У нас сегодня судят Денис Чудинов и Яков Сандаков. Озвучили составы играющих команд и судейский состав. Ну и теперь представимся мы. Специально для вас у микрофона работают Власий Сергеев и Леонид Саксонов. И удаление, тем не менее, у команды «Амур». На 2 минуты за подножку отправляется Алексей Мамин, номер 10. Да, 2 минуты будут играть в большинстве хозяева коробки. Ну и действительно, статусные соревнования Якутск принимает. Очень насыщенные дни, очень насыщенное расписание у этих соревнований. В 3 возрастах идет состязание, играем в круг. То есть каждая команда встречается с каждым, затем будет уже следующий этап. Сбрасывание. Букаткин сбрасывание выигрывает. Ван. Команда «Полярный волк» играет в большинстве. И «Амур» идет в атаку. Атака, да. Но казалось бы, что заглохла атака, нет, до броска все-таки дело доходит. Еще минуты 40. Полярные волки будут играть в большинстве. Норин шайбой, защитник команды «Амура». Выходит шайба за ворота. Развернулся, ищет партнера для продолжения атаки. Ну, гостей никак не смущает, да, то, что играют они в меньшинстве. В атаке проводят они все это последнее. Ну, сколько тут? Две атаки подряд. Сейчас уже третья. Да, это Фоминов угрожал воротам. Смена проходит в составе якутян. Да, у команды «Полярные волки» удаление. На 2 минуты удален Михаил Букаткин.
Составы уравнялись. И шайба в зоне команды «Полярные волки». Лауэр за нее борется сейчас с Карповым. Да, у нас встреча началась. Счет уже 1-0 в пользу команды «Амур». Да, в самом дебюте встречи смогли гости распечатать ворота якутян. И при таком вот раскладе продолжаем мы смотреть первый период. У Амура еще одно удаление. Никита Сидоренко, да, удален на 2 минуты. Втроем против 4 сейчас продолжится игра. Команда «Полярные волки» большинство. Опасно. Разин хорошо выиграл сбрасывание. Был бросок Лауэра. Команда «Амур» выводит шайбу из своей зоны. Карпов здесь в отборе. Шайбу отбирает. По флангу входит в зону. Оставляет своего партнера Лямину. Дальше передача, бросок, гол. 2-0. Удваивают преимущество хоккеисты хабаровского «Амура». Да, защитник команды «Амур» Данил Васнев делает счет 2-0. Принимает поздравления Данил Васнев. 2-0. Ну и заметьте, «Амур» забросил вторую шайбу, играя в меньшинстве. Но через 15 секунд составы уравняются. Через 10 секунд Алексей Мамин выйдет из штрафбокса. Бросок тем временем по воротам гостей. Все, при равных составах играют команды. Да, ворота защищает сегодня у «Полярных волков» Виктор Волков, номер 3. У команды «Амур» Константин Кармелицын, номер 55. Неточная передача, и сейчас можно было выбегать на контратаку, но... Сейчас будет удаление у команды «Амур». На 2 минуты будет удален Илья Богданов. И снова шанс у команды «Полярные волки». 4-3. Продолжится игра. Да, хорошо было бы реализовать большинство. Через 32 секунды еще у «Полярных волков» будет вся пятерка на льду. Ну, посмотрим, как будут пытаться реализовать большинство якутские хоккеисты. Да, тут надо зацепиться за шайбу. Соколов. Борьба за шайбу у бортика, и по итогам которой сейчас контратака. Кильдюшкин входит в зону. Смещается в центр, бросает мимо ворот. Норин. Ну и в меньшинстве, да, все же так же резво идут вперед гости. Напомню, что вторую шайбу именно играю в меньшинстве. Ну, вот, да, вошли в зону, наконец-то, хоккеисты «Полярных волков». Лауэр наглухо делал передачу, не удалось зацепиться. Контратака. Тут 2-2 получается. Поминов. Передача, да, на Кильдюшкина была. Не удалось замкнуть здесь эту передачу. Кильдюшкин борется в углу. Баранов против него. Кильдюшкин вновь шайбой зацепился. Еще Бросает бросок. мимо ворот. Васнев. За ворота. Еще один момент. Да, снова Кильдюшкин атаковал ворота. Отбиваются якутяне. Ну, просто град атак, да? Еще одна атака и третья шайба в воротах якутских хоккеистов. И вновь Данил Васнев принимает поздравления. Да, серьезный, конечно, соперник. Ну, «Амур», конечно,
этим все сказано. Ну, надо еще подчеркнуть, что команда Амура старше на год. Команда да. Полярных Волков. По регламенту турнира в этой сетке играют 2 года, 2006-2007. На год постарше будут гости. Ну и тут такая ошибка, и наказывать перехват, могут. Но передача оказалась неточной. Карпов, Сидоренко и Лямин у Амура в нападении сейчас играют. Лямин шайбой. На Сидоренко передача. Сидоренко закатывается за ворота. И на пятачке хочет дойти партнера по команде. Так, а тем временем уже при равных составах играют команды. Очередная атака хоккеистов из Хабаровска. Передача из-за ворот. Карпов. Нет, тут заблокировали бросок. Вновь Карпов. Такая передача. И 4-0. 4-0. Илья Богданов делает счет 4-0. Капитан команды Амур. 4 безответные шайбы якутяне получили. Ну, чуть больше половины, да, первого периода сыграли. У нас чистое время. Все строго по регламенту. Ну и неотразимо. Бросил в сторону ближней штанги. Ну, не дают, да, отдышаться. Все время идут вперед хоккеисты Амура. Вот очередная атака начинает организовываться. Вбрасывание. Бросание в средней зоне. Соколов. Дальше на Затулина. Вброс в зону команды Амура. Мамин. И потеря, и напрашивалась передача в сторону центра, но перехватили игровой снаряд хоккеисты Амура. Вновь перехват. Ну, хоккеисты Полярных Волков шайбу отвоевали. Катывается в зону. Глухов в зоне. За ворота. Передача назад. Перехват. Да, активно Амур играет в обороне. Забирает шайбу и начало атаки. Перехват Баранова. Бросок. Опасно. Вратарь на месте. Константин Кармелицын, да, на месте. Вбрасывание в зоне Амура. Опасный момент здесь. Не удалось бросить акцентированно в этом эпизоде. Фоминов дальше на Норина. Первая тройка у команды Амур. Фоминов, Ковнер и Кильдюшкин. В обороне 73-й номер Семен Норин и 89-й Вячеслав Янчилин. Но тут надо, конечно же, быть первым на шайбе, но нет, не получается. Боролся за шайбу. За воротами находится шайба. Сейчас по флангу уже будут. Центр смещаться. Бросок и 5-0.
5-0. И Степан Ковнер забрасывает уже 5-ю по счету шайбу в ворота якутской команды. Ну, серьезное преимущество, которое, собственно, у нас отражается на табло. 10-25 сыграно. С начала первого периода счет 0-5. Вот смотрим повтор заброшенной шайбы. Передача и серьезный такой бросок, с которым страж якутской команды справиться был не в силах. Хорошая передача. Борьба за шайбу у бортика. Кто будет на подборе? Вновь потеря. Сидоренко бросает. По бортику отправляется шайба. И сейчас уже на другом фланге будет борьба. Хорошо, да, владеют шайбой. Гости. Процент владения приличный. Вбрасывание сейчас будет. В средней зоне. Вбрасывание остается за якутянами. Да, у команды Полярных Волков пятерка в следующем составе. В обороне играет Алексей Иван, номер 10, 55-й Денис Кукаев. И нападение Изатулин 13-й, 88-й номер Соколов. И в центре у них играет Букаткин номер 8. Команда Амур вновь в атаке. Смаген. Дальше. Соловьев бросает мимо штанги. Мамин. Сильная и точная передача. Здесь хорошо сыграл Алексей Иван. Вывел шайбу из зоны. Писарь шайбой. Сам пойдет. На хорошей скорости Входит входит в зону. на хорошей скорости. И бросок. Оставлял на Смагина. Бросок Смагина был. И на месте Виктор Волков. Нет, так, замена вратаря в команде Полярные Волки. Игорь Дорогов встает в ворота. Заменил он Виктора Волкова. Ротация вратарей наблюдается в составе якутской команды. Выигрывает борьбу за шайбу гости. Сейчас будет еще один бросок. Нет, передача. И Дорогов на месте здесь хорошо сыграл. Вновь первое звено команды Амур в зоне. Кильдюшкин набрасывал на ворота. Опасно. Разин. Спокойно. Дальше. Лоуэр. пытается пройти сам по флангу. Марку здесь тяжело было. Два игрока Амура было против него. Ну, перехватили шайбу, и Лауэр. И Разин здесь добавляет. Опасный момент был. Да, две попытки бросить. Здесь Разин должен за шайбу побороться, да, но не удалось тут точно сыграть. И хабаровские хоккеисты сейчас отправляются организовать свою атаку, ответную атаку. Ух, как здорово тут обыграл, убрал, и еще мощнейший бросок мимо ворот. Да, Степан Ковнер здесь технично сыграл. И угрожал воротам Никита Фоминов. Вбрасывание будет в зоне Полярных Волков. Михаил Букаткин.
Против него Андрей Лямин. Лямин выигрывает вбрасывание, и передача тем временем сразу же идет в сторону пятачка. Боков. Ну и совершенно один перед воротами оказался у нас 80-й номер, это Александр Карпов. Точную и выверенную передачу получил Александр. Ну и расстрелял ворота якутской команды. Посмотрим на повторе. Вот, получают шайбу, и тут уже не успевали его накрыть. 6-0. Впереди Амур. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы якутская команда продолжала играть, чтобы она не развалилась. 14 минут 18 секунд отыграли команды в первом периоде. Смена. Ну и смотрим. Продолжает атаковать хабаровский Амур. Ну и смотрим, как пыталась атаковать, да, команда из Якутска. Перехватили шайбу сейчас хоккеисты Амура и идут вперед. Гости. Есин пробрасывает. Бросок. Мимо штанги пролетел игровой снаряд. Тем не менее, продолжает владеть шайбой. Гости. Смотрим передачу дальше на Соловьева. Попал в ворота Соловьев. Писарь. Бросок опасно на месте Дорогов. Даже тут шайба не прижата. Мамин. Борьба у борта. Баранов здесь жестко сыграл против Писаря. Еще Глухов дальше. И бросок есть. И еще бросок. Успел накрыть тут Глухов. Загудаев. Мамин. Бросает и забивает. Седьмая шайба. Седьмая шайба гостей. И сейчас на повторе. Давайте разбираться. Да, мощный бросок. Конечно, сложно было что-либо сделать. 7-0 и 16, больше 16 минут позади. Седьмая по счету шайба в активе Мамина. Алексея. Выбрасывание в зоне полярных волков. Якутяне. Да, Букаткин выиграет сбрасывание. Букаткин, Лауэр и Разин. Тройка нападения у команды Полярные Волки. Вновь хабаровчане в зоне. Контролирует ее Норин. Передача на Фоминова. Перепасовка, дальний бросок. Сейчас 6 игроков команды Амура. Сняли они у вратаря. Да, будет удаление у команды Полярные Волки, я так понимаю. Звучит свисток.
За подножку будет удален Алексей Ван. Вбрасывание будет в зоне якутской команды. 2 минуты в меньшинстве будет играть якутская команда. Алексей Иван отправился на скамейку штрафников. Тем временем Амур вывел обратно на лед своего вратаря. И есть бросок мощный. Будет ли добивание? Сидоренко атаковал. Воснев дальше. Передача вдоль ворот. Никто не откликнулся. Воснев. Он 2 шайбы уже сегодня забросил. Сидоренко будет делать поперечную передачу. Да, бросает Карпов, но не попал по шайбе сейчас. Воснев, Сидоренко. Уже бросает сам, в ворота не попал. Глухов выбрасывает шайбу из зоны. Чисто хабаровчане вновь в зоне. Воснев. Передача, замыкание, но тоже по шайбе не смог попасть Андрей Бозин. Глухов. Борется здесь Сидоренко. Бозин против Баранова в углу с шайбой. Да, продолжает владеть шайбой хоккеисты Амура. Тут можно поставить, чтобы смена прошла. В зоне хоккеиста Амура. Вот перепасовка. Ну и вбрасывание будет в зоне якутян. В 18:43 сыграно. Букаткин вновь выиграл сбрасывание. Не удалось выбросить шайбу из зоны. Смагин. Мамин. Писарь. Через Мамина. Писарь шайбой. Здесь уже Ван вышел. В большинстве, уже в равных составах продолжается игра. Опасный был момент. Дорогов на месте. Соколов. Большими силами, да, отбились якутяне сейчас. Затулин бросает из-за синей линии мимо ворот. И вновь Амур начинает свою атаку. Соловьев, Писарь. Бросок мимо. Букаткин. Писарев обкрадывает. Оставляет на Смагина. Дальше на Есина, но неточная передача. Соколов выбросил шайбу из зоны. Вновь Хабаровск закатывается. Оставляет шайбу. Последние секунды первого периода. И все. Завершается первый период со счетом 7-0 в пользу хабаровской команды. Серьезное преимущество гостей. Вот с таким счетом отправляемся мы на перерыв. Сейчас мы предложим вашему вниманию нарезку результативных и ярких моментов первой 20-минутки. Ну и после чего с перерыва мы вернемся и приступим к просмотру второго периода. Оставайтесь с нами.
Раз. Человек, который может все. О Сергее Прачове так думают многие. Какое бы дело он ни начинал, как будто по мановению волшебной палочки, все закручивается с такой быстротой, энергией, а главное дает результат. Будь то новаторские инженерные идеи, в которые никто не верил, или аншлаги на творческих вечерах поэзии. Казалось бы, жанр этот не в тренде, но Сергею Прачеву удается и новые сборники выпускать, и даже пьесы в стихах делать современными. В Якутии Сергей Прачев с семьей оказался 36 лет назад. Идея уехать из родного Казахстана на север у него появилась еще в детстве. Причем уехать за большой мечтой – таежной охотой. Я когда учился в школе, я бредил. Для меня ничего не существовало, когда было открытие охоты на уток. Я мог уйти со школы, я мог уехать с института, хотя мне могли сказать, мы тебя исключим там, и так далее. Там. Практика была на заводе, мне говорили, вот если ты не отработаешь, не будешь работать в это время, я говорю, ребят, я на охоту, на открытие охоты еду, на уток. Это праздник, это красота. Вот эта мечта, север, тайга, это что-то вообще невообразимое. То есть у нас в Казахстане мы жили, это какие-то перелески, знаете, околки, лесостепи, а там тайга. Там вообще все есть. Там все изведано у нас в Казахстане, а там неизведано. Правда, мечта осуществилась не сразу. Попытки уехать на север были, но мешали обстоятельства. К 30 годам у Сергея Прачева в Казахстане уже появилась перспективная работа и семья. И решиться на авантюрный переезд в Якутию помог случай. Был на птицефабрике, работал. Птицефабрика всесоюзного значения, международного тогда. Главным механиком был. И тут младшая сестра Зины выходит замуж. Поехала в Питер поступать и встретила там парня из Покровска. Надо же было вот так, судьба. Ну и свадьба была у нас в Казахстане. Приехала его мама Людмила Анатольевна, Царство Небесное. Я у них спрашиваю, как у вас там в Якутии? Ничего. Она говорит, да вообще все классно. Я говорю, все, уезжаю. Мне все говорят, ну, конечно, ты на свадьбе. Немного разгоряченный. Сегодня ты поедешь, а завтра нет. Не, меня как загорелся, они мне прислали вызов. Тогда вызов нужен был. Ну, все вот так вот говорили. Во-первых, жили в родительском доме
был свой дом. Да. Во-вторых, такая мощнейшая птицефабрика, у нее выставки на ВДНХ и по всему миру. И рост карьерный. Мне директор говорил: куда ты, Сережа? Тогда я не был Сергеем Васильевичем. Куда ты? У тебя здесь все. Ты представляешь, куда? А кем ты туда? Я говорю: механиком кирпичного цеха. Так, а ты в кирпичах что-нибудь понимаешь? Я говорю: нет. А как ты? Я говорю: расскажут, помогут. Я, в общем-то, в принципе, механик, я знаю механизмы, то есть я как бы технарь. И все, мы приехали, супруга, дочери 5 лет, сыну 10 месяцев, барак, химики в Покровске. И 8 лет в этом бараке прожили. Квартира, где должны мы были жить, это был барак, 20-метровый, разделенный на 2 половинки, так называемая кухня и спальня-зал. Он побелил, покрасил, все привел в соответствующее состояние. Очень радовался, что ему эту каморку предоставили как постоянное место жительства. Когда я туда вошла, в общем-то, я сказала: ах, какой ты замечательный. Но рядом было несколько бараков, таких же двухэтажных, и один из них – это был барак, где жили условно заключенные люди. Их называли химиками. И когда он мне сказал: слушай, там такое замечательное место, там химики живут, я так радовалась, думаю: боже мой, как хорошо, значит, дети мои будут знать химию, они вот такие умные, и физику попутно, конечно. Но бытовые трудности сполна компенсировали другие прелести Севера. Мечта главы семейства сбылась. Он отправился на свою первую охоту в тайгу. В 1985 году приехали, на следующий год я пошел в тайгу. Собака, мне с Новосибирска лайку привезли. Первый год было, ему было 1,5 года. Я знал, что соболя нужно тропить по следу. Это такой азарт был. То есть собака взяла и пошла. Так обычно как охотники? Пошла и ждешь, когда она залает, когда она загонит соболя. А здесь я бежал за ней, я пытался ее догнать. Лай все ближе, ближе, ближе. Я когда подошел и увидел, вот он на дереве соболь, это вообще просто такое чувство было. Я даже стих написал. Когда он уходил на охоту, а это был ноябрь месяц, когда действительно настоящие туманы, настоящий мороз, и мне приходилось с этой флягой и с топором за 300 метров ходить за водой в колонку. Почему топор? Потому что там такая намерзала скала льда, что ее нужно было сначала вырубить, прежде чем набрать воды. А потом эту флягу по трассе перетягивать, эту тяжеленную флягу. Шла, пела, когда плакала, тащила, а дома орал ребенок, который хотел, мамы не было, вот все. Поэтому муж мой мне очень благодарен за то, что я его, в общем-то, ценила, его желание, его вот это хобби, которое его мучило изнутри. И когда, что он туда хотел, в эту тайгу, он там жил, он приезжал, столько стихов там писал, приезжал с такой энергией. Сегодня страсть к охоте сменилась интересом к рыбалке, но одно осталось неизменным – стихи все еще рождаются. В 9 классе написал первое стихотворение. На охоте тоже стоял, зорька летала. А потом у меня родители были, и мама, и отец воевали. Отец в Сталинградской битве был ранен. Вот это патриотическое воспитание, оно было не только у меня, оно было у всего поколения в Советском Союзе, чего сейчас нет. Жалко очень. И когда я начал писать стихи, для меня патриотика была это вообще что-то. Я помню, пришел со школы, это 9 класс, тогда был журнал «Юность», я не знаю, он сейчас есть и нет для нас, для молодежи. Я открываю, и написано «Картина пассан Сапкова до бессмертия шаг». И стоит с гранатами, наш солдат, и танк идет. И у меня тут же, не знаю откуда, до бессмертия шаг, лишь один только шаг, сердце гневно клокочет в груди, и нельзя отступать сзади Родина мать, грудью стать у врага на пути. За плечами солдата Россия, танк пойдет, его нужно взорвать. И была вся надежда на сына, грудью ставшего с парой гранат. Вот мне было сколько там, 15 лет или 14,5. Когда учился в институте, у нас была газета институтская «Механизатор». Совершенно не связана с романтикой, ни с какой, с поэзией.
И я там постоянно печатался, да. Потом в районной газете печатался. Когда приехал в Покровск, тоже в районной газете печатался. И у меня было внутреннее такое чувство, что если это нравится людям, я должен это продолжать. Ведь многие пишут стихи, очень многие, в юности, когда влюбляются, неважно, там, в девушку, в природу, в охоту, а потом просто бросают. А талант ведь у многих, поэтический, заложен очень серьезный. Они просто бросают это дело. Это труд, это где-то не хочется. Но меня супруга в этом очень сильно поддерживала. Выпустить книгу – это была мечта. Но в советское время это было невозможно. Первый сборник стихов «При всякой судьбе» выпустил мой одногруппник. Мы в институте учились в одной группе. Я вот стал там газовиком-строителем, а он стал директором своей частной типографии. Кажется, вот тоже ничего не связано с сельским хозяйством. Мы очень дружны были в группе в институтской. Потом как-то разошлись, что-то лет 20 вообще не встречались. А я вообще прикалываться, разыгрывать, это как-то сейчас я немного успокоился. Я звоню ему и говорю: Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю: вас беспокоит поэт. Я хотел бы в вашем издательстве, в вашей типографии издать сборник стихов. А он тоже такие стихи потрясающие в институте писал. Просто. Я говорю: хотел. Он говорит: да мы еще то не настроили, и потом мы стихи, это кому они интересны. Это... Нет. Я говорю: вы послушайте их стихотворение. И читаю ему его стихотворение. Я как-то запомнил. Красный цвет рябины превратился в иней, за окном декабрь вьюгою свистит. О моей любимой взгляд небесно-синий, о любви горячей мне не говорит. Кружатся снежинки медленно и плавно, падая на город в сонной тишине. Почему же, милая, в этот вечер славный ты не вышла из дому, улыбаясь мне? Вообще, классное стихотворение. Он говорит: это же Есенин. Чё вы мне это же Есенин. Я говорю: дурак ты, это не Есенин. Как вы разговариваете, типа я директор? Я говорю: тогда дважды дурак. Он говорит: так, розыгрыш, понял. Сергей, ты что ли? Сразу врубился. Сергей Прачов уже выпустил 10 сборников своих произведений. Его стихи переложили на 100 песен. Проходили и творческие вечера в Русском драмтеатре. Уже несколько лет Сергей Прачов приезжает в Якутию лишь погостить, но о республике, с которой связано больше 30 лет жизни, он не забывает никогда. Даже во время семейной поездки в Крым ему удалось организовать субботник на Якутской улице, поменять там таблички на домах и отыскать могилу якутского солдата Алексея Тимофеева, который погиб во время боев под Севастополем. Вместе с внуком Сергей Прачов привел в порядок захоронение, привез земли с родины, а внук поэта отдал дань памяти герою, исполнив на флейте композицию мелодиста Валерия Ноева. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Дорогие друзья, телеканал Якутия-24 продолжает прямую трансляцию матчей первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17, 16 и 14 лет. Мы находимся в Якутске, в Ледовом дворце Элейботур, и сейчас мы с большим удовольствием приступим к просмотру второго периода матча между Полярными Волками, город Якутск, и Хабаровским Амуром. Мы перейдем к составам играющих команд. Команда гостей Амур, Хабаровск. Вратари: Константин Кормилицын, 55-й, 67-й Давид Потарев. Полевые игроки: Данил Соловьев, 9-й, 10-й Алексей Мамин, 16-й Фаддей Боков, 21-й Никита Фоминов, 27-й Степан Ковнер, 37-й Данил Алексеев, 39-й Михаил Есин, 41-й Андрей Лямин, 45-й номер Андрей Бозин, 50-й номер Данил Васнев, автор дубля в этом матче, 60-й Данила Писарь, 71-й Владислав Смагин, 73-й Семен Норин, 77-й Вячеслав Кильдюшкин, 80-й Александр Карпов, 84-й Илья Богданов, 89-й Вячеслав Янчилин,
Под номером 90 на лед выйдет Никита Сидоренко, 91-й Артем Цубенко и 92-й номер Ростислав Грициенко. Команда выступает в белых джерси и в черных шортах. Тренеры Евгений Растворцев и Константин Арендов. Видим, что гости уже вышли на лед. Стартовая пятерка на ваших телеэкранах. Ждем появления якутских хоккеистов. Серьезное преимущество у команды гостей. Напомню, первая 20-минутка у нас завершилась со счетом 7-0. 7 безответных шайб отправили вращение в ворота якутян. Ну вот видим, как готовится выйти на лед команда «Полярные волки». Так, я объявляю состав команды «Полярные волки». Так, состав команды «Полярные волки». Первый номер Игорь Дорогов, третий номер Виктор Волков, это вратари. Седьмой номер Ренат Фазюльянов, восьмой номер Михаил Букаткин, 10-й Алексей Иван, 13-й номер Всеволод Изатулин, 17-й Константин Разин, 22-й Марк Лауэр, 28-й номер Егор Загудаев, 29-й номер Владимир Глухов, 55-й номер Денис Пукаев, 88-й номер Олег Соколов, 91-й Александр Григорьев и 97-й номер Александр Баранов. Тренер Никита Дружинин. Ну и обслуживает данную встречу судейская бригада в составе Дениса Чудинова и Якова Сандакова. Для вас у микрофонов работаем мы, я Влад Сергеев и Леонид Саксонов. Ворота команды «Амур» защищает Константин Кармелицын, номер 55-й. В воротах у команды «Полярные волки» Игорь Дорогов, номер 1. Только что он был на ваших телеэкранах. Ну все готово для начала второго периода. Стартовые звенья у команд. Команда «Полярные волки». В центре играет Михаил Букаткин. По краям Всеволод Изатулин. И 88 номер Олег Соколов. И в обороне 28 номер Егор Загудаев. И номер 97 Александр Баранов. Команда «Амур». В обороне 89-й Вячеслав Янчилин. 73-й номер Семен Норин. И тут небольшое изменение. Вместе с Степаном Ковнером, номер 27, и 77-м Вячеславом Кильдюшкиным вышел Фадей Боков, номер 16. Попытались в дебюте второго периода якутские хоккеисты бросить шайбу. Да, Боков на Кильдюшкина. Кильдюшкин заходит в зону. Первый сам момент. Бросает. Дорогов, да, шайбу отбивает, но Степан Ковнер был первый на добивании. 8-0. 8-я шайба. Команда гостей продолжает наращивать и без того серьезное преимущество хоккеисты «Амура». Команда «Полярные волки» второе звено. Лауэр, Разин и Глухов. Владимир в центре. В обороне 55-й Кукаев и вместе с ним Алексей Иван, номер 10. Ну, смотрим вбрасывание. Ну и стоит отметить, да, что вообще это в масштабе, об уровне соревнований, дальневосточное первенство. Матчи столь масштабных соревнований принимает Якутск. Конечно, это отрадно. Хороший шанс для ребят. Да, давно Якутск не принимал такие матчи такого уровня. Выездные игры, потом команда «Полярные волки» поедет также на выезд играть свои матчи. И в этой группе представлено 8 команд 86-87 года рождения. Это «Амур», «Чита», «Кристалл», «Союз» из города Свободный, «Адмирал» из города Владивосток, «Форвард» из города Благовещенск и команда «Полярные волки» из города Якутска. Представлена одним годом, 2007. Серьезный список. Интересные матчи нас с вами ждут. И сегодня у нас будет еще одна трансляция. Но к ней мы еще вернемся, посмотрим, чем завершится эта атака. Продолжает владеть
шайбой гости, но звучит свисток. Да, отметим, что сейчас встречаются команды. Вот команда Амура, она представлена из игроков 2006 года рождения. Команда Полярные Волки представлена из игроков 2007 года рождения. То есть команда Полярные Волки на год младше своих соперников. Ну и сегодня еще в 16:00 по якутскому времени мы начнем трансляцию матча между Полярными Волками 2007 года рождения и хоккеистами Амура 2006. Ну а теперь все внимание на лед. Борьба у бортика, по итогам которой Смагин доводил шайбой. Так, опасный момент. Соловьев попал в защитника. И контратака команды Полярных Волков. На них шайбу отобрал Смагин. Входит в зону. Сам попытался бросить. Перед воротами шайба. Писарь атаковал ворота. Зацепиться за шайбу не удалось. Баранову. Соловьев бросает. На месте Дорогов. Да, очень уверенно поймал ловушку страж ворот якутской команды. Да, и вечером мы вам представим игру Полярные Волки 2009 года и хоккейный клуб Амур-2, также 2009 года рождения. У них в группе также команды из Читы, Союз город Свободный и Сахалин из Южно-Сахалинска. В той возрастной группе 5 команд представлено. Соколов здесь падает. Ильюшин шайбу подбирает. Входит в зону. Амур, да, уже спокойно играют. Чуть-чуть скорости снизились. Ильюшкин. Дальше на защитника. Фоминов вышел с ними. Снова с Ковнером и Кильдюшкиным. Первый звенок хоккейного клуба Амур. Перехватили шайбу якутяне. И сейчас. Из Затубенко на Соколова. Хорошо его нашел. Бросок. И гол! Да, первая шайба якутян. Олег Соколов забрасывает первую шайбу команды Полярные Волки в этом матче. Посмотрим, вот он входит в зону. Из-под защитника будет бросать сейчас. Да, прямым броском без рикошета. И не готов был Константин Кармелицын к этому броску. 1-8. Сбрасывание остается за якутянами. Баранов. Дальше. ОВР. Будет входить в зону. Здесь поддержать его надо. Сам решил бросить. Букаткин вышел вместе с Лурером и Райзеном. Марк борется здесь за шайбу. Ох, тут Баранов. Да, ставит ногу. Это удаление будет. Сейчас посмотрим. Там Александр Карпов, по-моему, проходил по флангу. Смена тем временем проходит в составах обеих команд. Ну вот повтор. Да, Баранов за подножку отправляется на скамейку штрафников. Две минуты. Команда хоккейная, да, клуба Амур будет играть в большинстве. Писарь Мамин. Бросает Мамин. Габаритный защитник с хорошим броском. У Изатулина не получилось вывести шайбу из зоны.
Магин. Передача в сторону ворот перехвачена. Сейчас борьба у бортика. Да, тут Загудаев хорошо шайбу перехватил, но вывести шайбу не удалось. Букаткин здесь помог своим партнерам. Выводит шайбу сам из зоны. Ах, тут зацепиться не получилось у Изатуллина. Это могло получиться. Положение вне игры, да, зафиксировали судьи. Вбрасывание будет в средней зоне. Ну, еще 30 секунд. Якутяне будут играть в меньшинстве. Норин с Соколовым здесь боролись за шайбу. Хабаровчане вновь в атаке. Дальняя передача на Ковнера была вне игры, да, положение зафиксировали судьи. Ну, второй период у нас так интересно проходит. Если брать только второй, допустим, период, счет пока 1-1 у нас во втором периоде. Да. Во второй 20-минутке после заброшенной шайбы очень оживилась якутская команда. Тем временем опасный момент у ворот якутян. Перепасовка и бросок. Рикошет еще был. Фоминов здесь сходу пытался бросить. Норин, да, закрывает зону. Кельдюшкин. Обработать шайбу не удалось. Ван выводит ее из своей зоны. Фоминов против Разина здесь сыграл. Кельдюшкин. Дальше вновь Фоминов. Входит в зону. Закатывается за ворота. Сыгрался защитником. Хорошая Диагонально передача. Кельдюшкина. Великолепно играет Игорь Дорогов. Еще Ковнер бросок. бросает, да, и забивает. Оставили здесь совсем одного Степана Ковнера. Ну и вторая по счету шайба. А третья шайба у Степана. Да, мощный бросок. 9-1. В равных составах продолжается игра. Дорогов игру останавливает. Ну вот в этом предыдущем эпизоде, да, со взятием ворот, Дорогов же сначала же отвел угрозу здорово, потому что бросок в ближний, нижний угол был. Но потом из зоны, конечно, выйти не удалось. И впоследствии чего Ковнер хэт-трик записал. Еще одна атака гостей. Ну, будет бросок, да, бросок будет. И будет 10-я по счету шайба Амура. Никита Сидоренко отличился результативным действием. Ну, для Никиты это первая шайба в текущей встрече. И сейчас обратимся мы к повтору. Ворот. Сидоренко, конечно, ничего не осталось, кроме как поразить пустые ворота. Амур вновь в атаке. Боков, не точно, Писарь. Надо подчеркнуть, что здесь, да, представлена команда 2 годов рождения. То есть, если в первом круге каждая команда сыграет по 2 матча с каждой командой на выезде и в гостях, то во втором этапе по возрастной группе, получается, будут делиться команды. То есть на команде Полярных Волков 2007 года рождения надо занять
с 1 по 3 место именно по своему году рождения. Что пройти дальше во второй этап турнира. Да, интересная система проведения соревнований. Но чем больше игр, но тем лучше, как и для телезрителей, так и для участников. Шайба в зоне якутян. Не получилось обработать в этом эпизоде игровой снаряд, и сейчас уже хоккеисты Амура будут идти вперед. Крылов выбрасывает шайбу из зоны. Нет, не получилось. Мамин борт закрыл. Соловьев. Соколов здесь пытался шайбу перехватить. Соколов. Глухо уходит в зону. Глухов бросает. Да, можно бросить. Еще добить можно. Мамин. Не понял, не поняли, не дружить с партнером, но в зону вошли. И такая работа руками тут. Это Фоминов выражал воротам. Кильдюшкин. Дальше передача на защитника. Бросок. Еще один бросок с добивания. Дорогов на месте. И Соколов выбрасывает шайбу в своей зоны. Получает ее вновь. Здесь неудобно было, конечно, ему. Вот неплохая атака. Вне игры не было, да, и бросал Букаткин по воротам. Ну и ответ команда гостей. Ковнер. Нурен. И передача... Нет, шайба в ворота не попадает. Мне казалось, Кильдюшкин уже замыкал данную комбинацию. Но Игорь Дорогов очень отлично здесь сыграл. Вратарь команды «Полярные волки», уроженец города Нерюнгри. Хорошо себя проявил в этой дуэли, в ближнем бою. Но действительно, вот с общего плана показалось, что шайба уже оказалась. Сколыхнула, да, сетку. Но нет, продолжаем играть при счете 10-1 в пользу Амура. Не получается выйти из своей зоны. Сидоренко. Да, Богданов тут зону не закрывает. Хоккеисты Амура вновь входят в зону. Богданов бросает. Загудаева попал. Разин. Может, сейчас получится какая-то контратака. Не удалось за шайбу зацепиться. В зоне хоккеисты Амура. ЛВР шайбу перехватывает. Передача неточная. Дальше. Вновь здесь перехват. Боровчане в атаке. Передача. Бросок. Карпов атаковал ворота. Карпов на Богданова. Ух, тут какой силовой прием Сидоренко против Загудаева применил. Опасный момент. Не попадает под шайбе игрок команды Амур. Богданов. За ворота на Сидоренко. Здесь навязывает Баранов борьбу. Передача на Богданова в центр. Бросок мимо ворот пролетает шайба. Сейчас уже Букаткин здесь борется в углу. ЛВР в касание. Да, здесь Богданов опять жестко сыграл. Не получилось обыграть последнего игрока. Будет передача. Как-то не все было сыграно. Ну и Мамин смотрим. совсем один был Соловьев на пятачке. Разин за шайбу поборолся. Дальше Глухов в зоне. Григорьева оставляет шайбу. Да, не получилось здесь сделать точную передачу. Дальше на Разина.
Разин. Глухов. Григорьев здесь ошибается. Исмагин пытается вывалиться в центр, но не получилось. Писарь. Ну, практически 18 минут уже отыграно в втором периоде. Да, спокойно оставляет Мамину шайбу. Бросок выше ворот. И шайба уходит за пределы площадки. Смена у нас проходит. И выбрасывание будет в зоне якутской команды. Ну и видели мы, как Вячеслав Кельдюшкин, пользуясь заминкой, дал указания партнерам по команде. Меньше 2 минут остается. Бросок. Но шайба до ворота не доходит. Может, здесь получится что-то, как-то за шайбу зацепиться. Нет, Ковнер первые шайбы. Ренат тут уже никак не успевал. Вот сейчас клюшкой работает Ренат. Будут ли санкции? Передача вдоль ворот, есть бросок. Остается шайба в зоне команды Полярные Волки. Фоминов, Ковнер. В ворота не попадает. Кельдюшкин. Дальше передача на защитника. Бросает Вячеслав Янчилин. Ковнер. Вновь подобрали шайбу на Фоминова. Норин, бросок. Защитник команды Полярные Волки Алексей Иван блокирует данный бросок. 30 секунд до конца второго периода у нас. Счет 1-10. Ох, Ну какая вот. передача, да. Ковнер забивает вновь шайбу свою. Очередную. И это уже 4-я по счету шайба 27-го номера хабаровской команды. Смотрим на повторе. Конечно, Фоминов, да, поднимает голову и сразу на пятачок рисует партнеру шайбы. Ковнер замыкает эту передачу. великолепная передача. 11-1 в пользу Амура. Ну и последние 20 секунд второго периода. Еще бросок. Боков. И вновь передача диагонально на Сидоренко. Сейчас была. Не смог обработать шайбу команды Амур. Да, и у нас второй период завершен. Счет 1-10. 1-11. Да, 1-11 в пользу Амура из Хабаровска. Таков итог по истечению второй 20-минутки данной встречи. Ну, а мы сейчас посмотрим нарезку результативных и ярких действий второго периода. Затем, после небольшого перерыва, приступим к просмотру третьей 20-минутки. Оставайтесь с нами.
Громогласные бялямча и трибуны разрываются от восторга. А как иначе, если на помосте накал страстей? Более 130 спортсменов боролись в 13 весовых категориях. На кону не просто победа, поездка в Якутию. Этот чемпионат в Монголии не первый, 8-й по счету, но именно по его итогам будет сформирована сборная страны по масс-рестлингу. В нее войдут победители, всего 14 атлетов, которые и будут отстаивать честь Монголии на чемпионате мира в Якутске. В 2003 году я пошел учиться в спортивный класс в городе Дархан. Девочки занимались волейболом, а мальчики – вольной борьбой. Однажды наш тренер спросил у меня: «Хочешь учиться в Якутии? Якутия славится своими олимпийскими чемпионами и призерами, поэтому если ты там будешь тренироваться, покажешь хороший результат». Мне эта идея пришлась по душе, и в 2007 году, когда мне было всего 15 лет, я поехал в Чурапчу. Без теплой одежды, не зная никакого языка, кроме родного. Конечно, я ничего не знал и о якутском холоде. В тот год в Чурапче было 63 градуса мороза. Один раз даже треснула подошва, когда я шел из общежития в институт. Вначале мне было очень тяжело, но мне помогали все. Тренеры Кирилл Николаевич Захаров, Ульяна Николаевна, Иннокентий Иннокентьевич Готовцев. Так я стал самым первым иностранным студентом в республике Саха-Якутия. В 2013 году я закончил бакалавриат в Чурапче, а спустя год переехал в Якутск и поступил в магистратуру в СВФУ. Мои однокурсники занимались масс-рестлингом в Мадуне. Они рассказали, что в 2014 году пройдет первый чемпионат мира по масс-рестлингу, куда приедут спортсмены из разных стран, и я мог бы представлять Монголию. Я стал усердно тренироваться и сгонял вес в течение 3 месяцев. В моей весовой категории до 80 килограммов была самая большая конкуренция. Я пришел в масс-рестлинг из вольной борьбы, да и мои соперники занимались успешно другими видами спорта. В 4 поединках я одержал победу, и только в последний проиграл сопернику из Азербайджана. Вот так, впервые попав на чемпионат мира, я сразу же завоевал бронзовую медаль и влюбился в масс-рестлинг. Вдохновившись, в 2014 году я открыл у себя на родине Монгольскую федерацию масс-рестлинга. С тех пор чемпионат Монголии проводится уже в 8-й раз. Трижды наши спортсмены брали бронзовые медали на чемпионатах мира. Я уверен, что мы подготовим еще больше хороших спортсменов и завоюем еще больше медалей. Вся Монголия сейчас знает, что масс-рестлинг – это якутский вид спорта. Очень интересный и зрелищный. Я участвую впервые. Увидела объявление о проведении монгольского чемпионата по масс-рестлингу и сразу решила попробовать себя в новом виде спорта. На чемпионате Монголии по масс-рестлингу я выигрывал дважды. Принимал участие на чемпионате мира в Якутске, но не смог попасть в тройку призеров. Сейчас я постараюсь это исправить и победить на чемпионате Монголии, чтобы стать медалистом в Якутске.
Вся моя жизнь связана со спортом. Мне 72, и я трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Азии по пауэрлифтингу. Молодежи я советую заниматься масс-рестлингом, а победителю желаю удачи на чемпионате мира в Якутске. Я занимаюсь вольной борьбой и тяжелой атлетикой. Впервые попробовала себя в масс-рестлинге, и мне очень понравилось. Этот вид спорта невероятно зрелищный и динамичный. Надеюсь попасть в Якутск на чемпионат мира. Мне очень понравилось. Я рад своей победе. Теперь буду готовиться к якутскому помосту, чтобы достойно представить Монголию. Хороший масс-рестлер имеет 5 важных качеств. Ловкость, гибкость, быстрота, сила и выносливость. Я рад, что Международная федерация масс-рестлинга не обходит вниманием чемпионаты Монголии и видит, как здесь идет развитие. Якутия – это моя вторая родина, и она останется в моем сердце. Якутия, жди нас! Янви сайхна харцшиг яргын үдэлэн мишэсэн ханшинон нярэса хаурин талмин нялахарна Zonni talmin önartana
В Якутске продолжается встреча в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 17, 16 и 14 лет. Сейчас мы станем свидетелями третьего периода встречи между полярными волками город Якутск и Амуром из Хабаровска. Выкатываются спортсмены на лед на ваших телеэкранах, игроки Амура из Хабаровска. Ну и, может, пробежимся, да, по составам играющих команд. Итак, команда гостей. Амур, город Хабаровск. Стражи ворот Константин Кормилицын, Давид Потарев, 67-й. Константин под 55-м номером играет. Полевые. 9-й Данил Соловьев, 10-й Алексей Мамин, 16-й Фадей Поков, 21-й Никита Фоминов, 27-й Степан Ковнер, 37-й Данил Алексеев, 39-й Михаил Есин, 41-й Андрей Лямин, 45-й Андрей Бозин, 50-й Данил Васнев, 60-й Данила Актица, 71-й Владислав Смагин, 73-й Семен Норин, 77-й Вячеслав Кильдюшкин, 80-й Александр Карпов, 84-й Илья Богданов, 89-й Вячеслав Янчилин, под номером 90 выйдет Никита Сидоренко, 91-й Артем Цыбенко и 92-й Ростислав Гриценко. Тренеры Евгений Растворцев и Константин Арендов. Так, и команда «Полярные волки» уже вот выходит на лед. Сейчас озвучим их состав. Так, и состав команды «Полярные волки». Первый номер Игорь Дорогов, третий номер Виктор Волков. Это вратари и полевые игроки. Седьмой номер Ренат Фазульянов, 8-й Михаил Букаткин, 10-й Алексей Ван, 13-й Всеволод Изатулин, 17-й номер Константин Разин, 22-й номер Марк Лауэр, 28-й номер Егор Загудаев, 29-й Владимир Глухов, 55-й Денис Кукаев, 79-й Вадим Семендеев, 88-й Олег Соколов, 91-й номер Александр Григорьев и 97-й Александр Баранов. Тренеры Никита Дружинин и Андрей Малышкин. Ну а тем временем Никита Фоминов забрасывает 12-ю шайбу Амура. Здорово провели эту атаку. Падение. Доходит до 21 номера Амура. И Никита забросил шайбу. Ну тут следом сразу, да? Получите, распишитесь, 2 шайбы сразу. 2 атаки проводит. Степан Ковнер, да, сейчас отличился. Ну сколько сегодня уже Степан у нас? Если мои подсчеты верны, это уже 5-я шайба Степана. Разобрался. Бросок-то не получился, да. Ворота хоккейной команды Амур защищает 55 номер Константин Кормилицын. В воротах у команды «Полярные волки» играет Виктор Волков, номер 3. Ну, если говорить о судьях, встречу обслуживают Денис Чудинов и Яков Сандаков. Удаление у команды Амур. Илья Богданов удален на 2 минуты. И большинство у команды «Полярные волки». Вбрасывание. Глухо выиграл вбрасывание, но шайба вышла из зоны. Ван. Передача не точно на Глухова. Рисковато было. Амур выбрасывает шайбу из зоны. Игра высоко поднятой клюшкой зафиксирована сейчас. Вбрасывание переносится в среднюю зону. Туда пытался Константин Разин зацепиться за шайбу. Лауэр, Разин. Отличная передача обратно на Марка. И Марк в ворота не попадает. Смагин отбирает шайбу.
Бросок. На месте Волков. Разин. Дальше на Глухова. Вне игры. Да, успешно выбежали на эту атаку и в итоге положение вне игры. 13-1. Выбрасываем в средней зоне. Ну и мы напомним, что у нас хоккеисты Амура на год старше наших ребят. Передача! Да. Хоккейный клуб «Амур» представлен 2006 годом рождения. Полярные волки 2007. Скрытая передача, не точно. От Изатулина. Фоминов. Пытался Ковнеру оставить шайбу. Не получилось. Изатулин дальше. Просто выбросил шайбу из зоны. 8 команд в данной группе. Амур 2006 года рождения, Чита 2006, Кристалл из Южно-Сахалинска 2006 года рождения, команда Союз 2006 года рождения из города Свободный, Адмирал 2007 года из города Владивосток, Амур также 2007 года представлены в группе из города Хабаровск, Форвард 2007 года из Благовещенска и Полярные волки 2007 года. Семен Норин 14-ю шайбу своей команды забрасывает. Здорово выбежали в атаку и передача в ворот. Беглюшкина была передача на Норина. Защитник Амура завершает эту комбинацию точным броском. Встреча возобновилась. (14-1). Вновь в атаке гости. Богданов пытался окружить воротам. Карпов за ворота. Здесь Ван. Выбросит шайбу из зоны. По борту ее пускает. Боков с Иваном за воротами. Боролись за шайбу. Богданов. Ну вот, может, здесь получится какая-то контратака. Нет, не точная передача на Соколова от Букаткина. Карпов. Васнев. Набрасывал на ворота шайбу. Да, никак не получается из зоны выйти. Якутян. Вот опасный момент. Вот сейчас. Нет, не удалось Букаткину убежать. Да, Богданов хорошо сыграл, обокрал. Вновь из серии неточных передач был Алямин. Леньки попадает Ивану. Передача назад. Веснев набрасывал также шайбу на ворота. Смена составов у обеих команд. Васнев не спеша закатывается. Писарь. Передача. Соловьев. Ну, на месте Волков. Да, в этой Виктор Волков выручил свою команду. Бросание в зоне Полярных волков. Передача по бортику. Писарь, передача. Смагин бросает. Волков на месте, добивает, но не попал в ворота Смагин. Остановка игры у нас. Да, тут что-то с Виктором Волковым. Замена вратаря вновь у команды Полярные волки. Игорь Дорогов возвращается в ворота. Видимо, шайба, да, попала в незащищенную
менее защищенную часть тела. И Виктору понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя. Сезона начинает атаку Амура. Писарь ошибся здесь. Чуть-чуть Затулин не перехватил шайбу. Опасный момент. Смагин угрожал воротам. Ищет партнера. Ой, передача Писарь, да, пытался Смагину вернуть в центр. Соловьев здесь не попал по шайбе. Опасный момент был. Но шайба к Писарю вернулась. Он бросил и на месте Дорогов. Накрыл шайбу ловушкой. И это будет вбрасывание. Тони Якутян и смена. Выбрасывают шайбу из зоны. Игроки полярных полков. Амур раскатывается. Ковнер. Неточная передача. Он подбирает вновь шайбу. Хорошей скорости сейчас двигается. Да, сам уходит, бросает. Дорогов хорошо сыграл. Угол прикрыл. Норин. Фоминов. Передача неточная. Без Григорьева надо за шайбу побороться. Нет, первую шайбы Янчилин. Ковнер. Дальше на Фоминова. Передача, да, скрытая на Кильдюшкина и 1-15. Вячеслав Кильдюшкин принимает поздравления. Первая шайба с 7-го номера. В этой встрече давайте смотреть скорика. Атака. Передача. Выстреливает ворота якутян. 15 шайб забросил. Гости. Ну, единственная шайба у хозяев льда. Да, пока что единственная, да, на счету Олега Соколова. Ну, еще половина периода у нас есть. Помимо этой встречи, в 4 часа мы покажем матч между командами другого возраста. Полярные волки 2009 года рождения будут играть с хоккейным клубом Амур 2009 года рождения. Это группа возрастная 2009 года. И там представлено 5 команд. Амур, Чита, Союз из города Свободный, Сахалин из Южно-Сахалинска и Полярный волк из города Якутска. Опасный момент, выход 1 на 1. И Затулин угрожал воротам, да, бросил между щитков и на месте Кармелицын. Карпов от троих собрал на Смагина, и Смагин дальше на Писаря, но тут шайба не дошла. Баранов здесь боролся со Смагиным. Писарь. Надо шайбу, наверное, сейчас выбросить, да, разрядить обстановку. Затулин. Здесь Мамин перехватывает шайбу. Продолжает атаковать. Диагонально Смагина. Бросает Смагин и забивает. Владислав Смагин. Получается. Для него это первая шайба. Посмотрим.
свой опять ворот провел Владислав. И еще одна атака. Представители Хабаровска. Ковнер на Фоминова. Бросок здесь не получился. Не получилось бросить. Дух пытался выбросить шайбу. Ковнер на руках уходит. Загудаев. Контратака у команды Полярные Волки. Бросает Загудаев сам. Норин. Вот Загудаев жестко против него здесь сыграл. В пределах правил Фоминов. Передача на Кильдюшкина. Возвращается шайба Фоминову. Ковнер. Бросок Кильдюшкина сходу. Мимо ворот. И вновь он подбирает шайбу. Фоминов. Обратно на Кильдюшкина. Опасный момент, да, и забивает шайбу Данил Васнев. Трик оформляет Данил. Здорово, конечно, все разыграли. 17-1. Кильдюшкин пытался бросить. Результативно. Ван выбрасывает шайбу из зоны. Изатулин. Григорьев, да, здесь шайбу не догнал, да, сильная такая была, выброс из зоны был и проброс. 1:17, еще 5 минут играть в третьем периоде. Бросание в зоне хоккейного клуба «Полярные Волки». Это самая старшая группа в первенстве Дальневосточного федерального округа. Я напомню, что здесь играют передача 2006-2007 года рождения. Да, Полярные Волки на год будут младше. Бросок. Затулин. Дальше. Жильянов здесь не получилось за шайбу зацепиться. Карпов. Спокойно, да, никуда не торопится. Писарь. Смагин вновь бросает. Дорогов закрывает здесь угол. Не точно здесь передача. Соколов вывел шайбу из зоны. Но здесь вот может получиться... Ах, чуть-чуть не точно. Не дотянулся Соколов до этой шайбы. Передача Соколова не получилась. Сейчас уже Амур побежит в сторону ворот якутян. Мамин. Передача была сейчас на дальнюю штангу. Но не точно. Соколов здесь борется с Маминым. Сохранил шайбу Мамин. Делает передачу. Есть бросок. Опасно добивание, да. И Писарь делает счет. Увеличивает счет в этом матче. 1:18. 3 минуты еще играть в третьем периоде. Вчера также эти команды играли между собой. А счет был 0:11 в пользу Хабаровского Амура. В это же время вчера состоялся матч. Мы сегодня видим тоже также преимущество серьезное. Ковнер. Кильдюшкина искал этой передачей. Дальняя передача на Уэра. Так, будет удаление за толчок соперника на борт.
Вячеслав Янчилин будет отбывать 2-минутное наказание. Так, и в большинстве полярные волки. Глухов, Разин, Лауэр. Здесь Баранов и Загудаев сзади в обороне. Лауэр, неточная передача на Загудаева. Перехват. Хабаровчан входит в зону втроем. До броска дело не доходит. Ковнер. Фоминов. Бросок. 3 нападающих в одного защитника играет Амур. Не стали они тут ничего менять. Загудаев борется за шайбу с Фоминовым. Так, она застряла в коньках. Разин. Не успел здесь к шайбе. И дальняя передача на Ковнера была. Он будет первый. На Кильдюшкина. Откинул шайбу. Кильдюшкин, да, тут обыгрывает одного. Бросает. Выше ворот. Так, здесь вновь Кильдюшкин шайбой. Казалось, чуть не точная передача, но Ковнер тут бросил шайбу дальше. Лауэр. 3-2 атакуют якутяне. Глухов, да, на Лауэра. Дальше передача на Разина. Назад. Ван будет бросать. Не точно. Показал, да, что шайба в ворота, да, зашла, но нет. Последние секунды этой встречи. Ух! О, какой, да. Сидоренко увеличивает разрыв в счете. В меньшинстве забивает Амур. Это второй раз уже происходит в этой встрече. Когда Амур играет в меньшинстве, проводит взятие ворот. Последние секунды. 19-1. Вновь атака опасная. Смагин атаковал ворота. Ну, надо еще раз, да, сказать, что в этой группе представлены два возраста. И со своими сверстниками из Хабаровска полярные волки сыграют еще далее. Да, ну а эта встреча завершается со счетом 19-1 в пользу команды из Хабаровска. Мы, прежде чем попрощаться, напоминаем, что в 4 часа по якутскому времени начнем трансляцию ребят уже 9-го года рождения. Так что, дорогие друзья, в 4 часа по якутскому времени приглашаем всех вас стать свидетелями следующего противостояния. Ну а сейчас вашему вниманию предлагаем хайлайт прошедшей встречи. Ну а для вас комментировали Владимир Сергеев и Леонид Саксонов. Всего доброго, дорогие телезрители. И включайте телевизор в 4 часа. Да, все верно. Будет очень интересный матч между командами «Полярные волки» 2009 года рождения и хоккейного клуба «Амур». Занимайтесь спортом и будьте здоровы.
2020 год стал поистине годом Тампонской межпоселенческой центральной библиотеки. В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Республике Саха-Якутия это учреждение, выиграв конкурс, получило статус модельной. А 30 января 2020 года состоялось долгожданное открытие двухэтажного здания библиотеки в каменном варианте. В торжественной церемонии принял участие глава республики Айсен Николаев. Тампонская центральная межпоселенческая библиотека имеет 12 филиалов, расположенных в селах. Охват населения библиотечным обслуживанием составил почти 60% или около 7400 человек. Уверен, что эта библиотека станет не просто тем местом, где люди смогут прийти и взять книги, а это станет центром культурной жизни, духовной жизни Ханги. Это очень важно, потому что Тампонский район – это один из тех районов, на которые мы делаем очень серьезную ставку в развитии в целом республики, всей Восточной Якутии. Модельное учреждение культуры – это учреждение нового формата, соответствующее современным требованиям и запросам пользователей. На создание новой модельной библиотеки из республиканского бюджета были направлены средства в размере 1 300 000 рублей, на которые приобретена техника, мебель, полиграфическая продукция. Я люблю посвящать свое время работе, придумываю новые интересные мероприятия. Мы проводим множество литературно-музыкальных праздников, игр, конкурсов, презентаций и тематических экологических экскурсий на природе. На старом здании библиотеки было очень тесно, негде было проводить мероприятия. И мы очень рады, что сейчас работаем в таком прекрасном здании, которое соответствует всем требованиям.
Теперь мероприятия можно проводить в актовом и выставочных залах, которые оборудованы современным техническим оборудованием. Стало удобно работать, и главное, созданы хорошие условия для наших читателей. Проект создания тампонской модельной межпоселенческой библиотеки направлен на внедрение в деятельность учреждения качественной технологической, информационной, досуговой инфраструктуры и создание на базе библиотеки смарт-лаборатории. Важнейшей составляющей нашей деятельности является развитие электронных ресурсов, сайта библиотеки, электронной библиотеки, видеоконтента. Мы сохраняем в цифровом формате историю нашего района. В период ограничительных мер мы активно работаем в социальных сетях в онлайн-режиме. Реализованы такие проекты, как «Читать не вредно, вредно не читать», который стал победителем республиканского конкурса цифровых проектов. Проведен республиканский конкурс «Саилык Хатун» для женщин села. Проводятся различные читательские марафоны, акции, челленджи и другие интересные мероприятия. В период спада пандемии в библиотеке мы успели реализовать проект «Район, в котором я живу», посвященный 90-летию Тампонского района, в рамках которого прошли историко-просветительские выставки каждого муниципального образования Тампонского района. Мы работаем активно по проекту «Мир равных возможностей» для людей-инвалидов. Для детей реализован проект «Лето с книгой». Работает проект «Мобильная грамотность» для старшего поколения. Коллектив у нас творческий, активный, нацелен на дальнейшее развитие. Мы будем развивать наши услуги и делать все, чтобы библиотека была информационным, культурным центром нашего поселка. Большую поддержку в реализации идей оказала администрация Тампонского района, которая выделила на открытие библиотеки около 1 миллиона рублей на оснащение и 800 тысяч на обновление книжного фонда. Не остались в стороне и поселковая администрация, учреждения и предприниматели поселка. Команда под руководством директора Елены Гаврилевны Колодезниковой работала организованно, слаженно, четко и ответственно. За короткий срок были созданы комфортные зоны для чтения, отдыха, занятий. Для освоения новых технологий и приобретения практических навыков проводится обучение сотрудников. В ходе работы особое внимание было уделено созданию смарт-модулей. В IT-парке модуль 3D и VR, ларт-конструирование, компьютерное моделирование на 3D-сканере, распечатка на 3D-принтере, моделирование на 3D-ручках. Приобретены ларт-конструкторы, VR